Влияние коррупции на молодые умы, степень ее воздействия, очаги появления и причины жажды наживы. Обо всем этом говорили сегодня в Политехническом колледже Назрани. Там на эту злободневную тему прошел круглый стол. В мероприятии антикоррупционной направленности приняли участие сотрудники полиции, члены Общественного совета МВД по Назрановскому району, представители прокуратуры. Жаридат Холухоева расскажет об этом. Злоупотребление служебным положением, дача взятки или иное незаконное использование своей должности вопреки законным интересам общества. Примеров коррупционной деятельности немало. И все они, как известно, так или иначе актуальны в нашей республике. Муса Газгиреев много лет проработал в отделе экономической безопасности в региональном министерстве внутренних дел. По его словам, предшествующим фактором этого явления служит незнание гражданами своих юридических прав и обязанностей. Здесь каждый шаг, каждый документ, каждый, даже магазины, куда бы вы ни пришли в организацию, вы везде это будет сталкиваться, и к вам будет обращаться. Когда вот этот коррупционной направленности закон вы будете знать, как реагировать, что с вас требует этот человек, вы тогда можете уверены быть и свои права защитить. Окончательная победа над коррупцией, скорее всего, невозможна, говорят эксперты. Взяточников не страшит ни 291-я статья Уголовного кодекса, ни страх лишения свободы до 8 лет. Мотивами служат социальный эгоизм, желание извлечь какую-то выгоду. Немало таких случаев и в образовательной сфере. Причины такого явления также разбирали на встрече. Среди основных причин коррупции в образовании можно отметить низкий уровень оплаты труда педагогов, недостаточно высокий статус педагога в обществе, снижение квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, искажение критерий, используемых при назначении на административные должности в образовательных учреждениях. Коррупция проявляется в различных формах и видах, и для этого могут быть использованы не только материальные блага. Одна из таких форм – фаворитизм, когда коррупционер пользуется своим влиянием, властью или родственными связями. Допустим, случай, да, у ФСИНе там за то, что допустили к родственникам на встречу коллегам, да, благодарили начальника УФСИН, тоже считается как получение взятки. То есть единственный способ избежать уголовной ответственности по уголовным делам данной категории – это не брать, не давать взятки. Коррупция – это едва ли не корень всех бед во всем мире. Впрочем, как уверяют студенты, они еще не сталкивались с коррупционной деятельностью. Круглый стол для них – своего рода возможность повысить правовую грамотность и создать законопослушную модель поведения в обществе. Такие мероприятия для нас очень важны, так как мы можем понять разницу между хорошим и плохим. Говоря о коррупции, могу честно сказать, у меня не было такой практики. Я не встречал никакой подобной коррупции. Я обычно веду себе тихую жизнь. Обычно хожу на учебу и гуляю себе. Спастись от системы взяток никому не удается, поэтому профорганы стараются чаще затрагивать такие темы именно в учебных заведениях. Они же молодые, неопытные по сознанию и так далее. И не знают, как себя вести. И с первого раза сразу же идти на поводу того или иного чиновника, или руководителя, или представители органов власти, им нельзя в первую очередь обратиться. Это главный руководитель, который несет ответственность в любом объекте, в любом учреждении или организации или производстве. В заключение все участники круглого стола пришли к выводу, чтобы наказание за коррупционную деятельность было неотвратимым, а возможности решить вопрос в обход закона просто не было, бороться с коррупцией должны не только силовые структуры, но и общество в целом. И тогда уже не возникнет мысли «не дать, не взять». Жаридат Холухоева, Джамалел Тамасханов, Новости 24.